Урматтуу прокурорлор. Ну, давайте гипотетически представим такую ситуацию, да, просто визуально представим такую ситуацию. Счетная палата объявляет тендер, и техзадание, да, она объявляет тендер среди физических лиц, как судебный департамент это объявил. Среди физических лиц покупка автомашин. Моя жена, узнав о том, что могла бы пойти и участвовать в тендере, расскажите, могла? Могла. Закон, действующий на тот момент о государственной закупке, гласит, что не должно быть прямого конфликта интересов. То есть принимающий решение субъект не должен там жену, близких родственников, ну, это называется конфликт интересов. В законе о госзакупке, который регулирует эти отношения, четко предписано черным по белому, однозначно, императивно. Другого толкования нет. Что близкий родственник не должен быть конфликт интересов. Прокуроры не должны быть со мной братья-сестры. Тоже нельзя. Вы не должны быть со мной братья-сестры. Вот это и есть конфликт интересов. И она спокойно могла легально пойти, мен машинамды сатам, алып қойғыла, бұл аябай жақсы машина, сілерге соның қызмет қылып береді. Маған 13,5 мың эле берсеңер болды, өзінің басы ушул деп, она могла бы этот тендер выиграть, ну, допустим, гипотетически. Это было бы нарушение закона? Нет. Главное, что должно было бы быть? Я не должен был принимать это решение. В данном случае я принимал решение, чтобы Барак Люкс выиграл? Нет. Ну, где я принимал решение? Говорю, айтатель, он подходил, нам чай наливал, на обед приглашал, говорил, вот, окот өтпей, этот, сатал, қоғылашы, пожалуйста, деп. Жетеуінен бірі айтты вы. Все же сказали, что мы узнали, что машину жену продал Шахмаматов, и средств массовой информации, когда возбудили уголовное дело. Все так сказали. А и уже Шахмат машины свартруя, деп. Оказывается, мы ездим, деп. А из-за скромности тоже не говорил. Ну, зачем? Ну, когда уже это, я узнал, что машина. Потом, если она продала бы счетной палате, это было бы, уважаемый прокурор, это же было бы не нарушение закона. Она, как, она что, сирота, что ли? Или что, изгой? Или что, гражданство у нее лишили? Она не может продать. Она может продать. Могла участвовать в тендере, могла выиграть тендер. И она реально вот выиграла бы. 5 машинаның қайсы айтмақ, десаның машинасы ушыл екен, Айдаров екенік, алғыла, Мергентайлар үшенік, алғылады. И было бы все справедливо. Закон запрещает только быть в конфликте интересов, все. Но конфликт интересов-то исключен. Я подписывал, я принимал решение. И если кто-то подписывал, это Чормонов. Вот прокурор откандать-то. 5-го заканчивается вскрытие документов, 6-го он подписывает документ. Куда он торопился? Значит, Чормонов был заинтересован. Что, я его подгонял, что ли? Чормонов и Джанубеков, они с ним дружили год, 2, 4 года тому назад они дружили. Ходили в гости. Чормонов ремонтировал дочь Мерседеса, до сих пор не может возвращать $1000. И это, да, это тем, что вы объективно узнали. И где мой интерес? Значит, если кто-то заинтересован, то только Чормонов и Раматлых Джанубеков. Ну, при чем здесь я? Я же говорю, она могла запросто продать машину. Не прибегая к такой большой схема Вылбайлыч. Или сатқанға, вот Жогорку кеңеште мен депутатмын, а? Мы пьем воду, Жогорку кеңеш. Жжем депутатов. Да потому что, почему не сажать? Потому что это бизнес. Она имеет право продавать, выигрывать тендер, если этот депутат просто не участвует, не составит тендерной комиссии. А что, пожалуйста. Или, допустим, президент страны. Что, теперь его родственники не будут заниматься бизнесом? Скажет, глава страны им помогает. Если он не помогает, ради Бога. Закон нужен да. Закон так гласит. Она могла продать. Исключает только мою аффилированную. Ну, да, конфликт интересов. Ущерб барбы, чтобы, ну, преступление это общественно опасное деяние. Киянат джамандов. Государство 700 000 сомов сэкономило. Уважаемые прокуроры, уважаемый суд, вы знаете, после вот этого тендера, был еще один тендер, я уже был министром юстиции. Купили 3 машины, Infiniti, Mercedes 500 кузов и Mercedes 280. Каждый по 900 000 сомов. Это же абсурд. Почему Агатиевич? Потому что Шахмамат уже министром юстиции был тогда. Не был. А тут 700
тут 700 тысяч сомов экономится, берки тендер ештеңе болбойт. Например, да, мен айтып атам. И борьбу с коррупцией так не ведут. Уважаемые прокуроры, уважаемый прокурор города, недавно был проведен тендер, который за 12 миллионов долларов стоит объект, продали за 2 миллиона. 10 миллионов государства, все мы, все они потеряли 10 миллионов долларов, кому-то что-то вынагет. Мына коррупция где? Зря мы налоги, зря налог тоже жөнлегет, то что процесс өткөрчү. Атыякта коррупция. Кыргызтемиржолу объявил тендер на ремонт 11 автомашин за 100 тысяч долларов. Из них Audi 100, который стоит на базаре 2 тысяч долларов, тендерной комиссии 2,5 тысяч долларов хотят ремонт сделать. Вот где коррупция, вот чем надо бороться, вот кого надо привлекать, а не Шахмаматова. Вот этим уже объясняется абсурдность вот этого дела, выборочность дела. Поэтому я говорю, та совесть будет с вами жить всю жизнь. Так нельзя. Очень много сейчас коррупции. Я буду нанимать Павлович. Просто, если хорошенько, если надо в стране навести порядок, коррупционеров посадить. Путь пруди. Налево-направо факт. Мы просто айтып тилтешилдик. ВВП 500 миллиардов сомов у нас ВВП. Математический расчет мелля чарпой солод коррупцион. Из них 30% теневой экономика, да. Это значит, уважаемые прокуроры, 150 миллиардов сомов ежегодно крутится в теневой экономике. А теневая экономика дегенемне был жанагы налоговый, тип. Из них 20%, если взятка, классический. 30 миллиардов сомов теневой экономикадан эле жылына мамлекетке зыян тийгизет. Вот она где коррупция. Давайте бороться и снижать вот эту статистику. Таможняда 9 миллиардов выпадения, из них, если 20% взять, подозревать, что кто-то берет взятку, это 180 миллионов долларов в год оседает в чьих-то карманах. Вот где коррупция. Вот кого надо вот по строгости закона сажать вон туда, а не того, кто все это говорит. Вот мои доводы того, что вот это дело с пальца высосанное и абсурдность. Если бы вот эти 4 машины, уважаемый судья, если 4 машины были бы проданы за 11, одногодки, одинаковой модификации, одинаковыми, техническими данными, а мен на одну машину слевар 14-15 болып қалса, действительно мен жерге кіріп кетмекпін осы жерден. Айтмақсыңдар да, это интересно. Как это так? Все 4 машины продают по 10, а почему-то сенікі 14 болып қалды. Где логика-да? Мандай болған жоқ та. 13 500. И средств массовой информации, как? Самолет бомбит этот, сначала средств массовой информации пустили. Он продал машину в счетной палате, ездил сам. Ох, какой гад, пишут комментарии там. Народ верит. Но это же нельзя так. Атамбаев как-то говорил, что клевета алған адам, это бір туғанның етін деген говора бар депчи. Потому что он тоже в жизни видел клевету. Поэтому Жанова Кашаева айтқан да, аңсығанда это же тоже клевета. Андай болған емес та.